Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Жителя Мирного суд приговорил к 8 годам колонии за убийство отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По данным ведомства, отец упрекал сына, что он неправильно воспитывает свою малолетнюю дочь. Ссора переросла в драку, во время которой 33-летний мужчина схватил нож и нанес 8 ударов по различным частям тела родителя. От полученных ранений пенсионер скончался на месте. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал частично, показав, что он действовал в пределах необходимой обороны. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. В Нюрбе легковой автомобиль попал в ДТП. 3 человек пострадали. Как нам сообщили свидетели, одна женщина с переломами доставлена в Нюрбинскую ЦРБ. Остальные 2 находятся на амбулаторном лечении. Обстоятельства аварии выясняются. За сутки в Якутии произошло 2 пожара, оба в Южной Якутии. 28 марта поступило сообщение, что горит складское помещение на улице Амгинская в Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие. Общая площадь составила 20 квадратных метров. Сам склад удалось спасти. Днем загорелась мастерская на улице 50 лет в ЛКСМ в Алдане. Огнем повреждено 9 квадратных метров. Само строение также удалось спасти. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный ущерб устанавливается. Тем временем угрозе лесных пожаров в опасный период подвержено 316 населенных пунктов Якутии. Об этом сообщил председатель Госкомобеспечения Республики Юрий Зайцев. При этом в прошлом и позапрошлом годах количество населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, равнялось 299. Это увеличение произведено на основании информации муниципальных образований и согласовано с МЧС. Защита этих населенных пунктов будет усилена. На местах будут проведены учения и усилен контроль за безопасностью, уточнил Зайцев. В московском аэропорту Внуково жительницу Якутии сняли с самолета из-за того, что она курила в самолете. Сообщается, что инцидент произошел 28 января. Правоохранителям поступила информация о том, что одна из пассажирок самолета в Дубай не подчиняется требованию командира воздушного судна и курит на борту. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть, говорится в сообщении. Отмечается, что нарушительницей оказалась жительница Якутска 98-го года рождения. В отношении нее составлен административный протокол. Кстати, правительство России внесло в Госдуму законопроект, который увеличит штрафы за мелкое хулиганство на транспорте. Речь идет о всех нарушениях, включая хамов, грубиянов и любителей покурить. Но одними из главных клиентов данной статьи, по оценкам экспертов, станут авиадебоширы. Поправки предлагается внести в статью КоАП за мелкое хулиганство. К примеру, за брань в адрес стюардессы нарушителю придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Или его могут отправить под арест на 15 суток. Пока на земле думают, как бороться с дебоширами, в небе происходят по-настоящему чрезвычайные происшествия. Самолет Ан-24 приземлился в аэропорту Якутска на одном двигателе. В авиакомпании подтвердили, что при выполнении рейса номер 438 по маршруту Ленск-Якутск экипаж воздушного судна Ан-24 отключил левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту. Сообщается, что на борту находилось 38 пассажиров. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. Ну а у наших друзей из криминальной Якутии появилось видео, как в небе утекает масло. Отобрал продукты, чтобы пропить. В Оленёкском районе пьяный мужчина 24 лет встретил знакомого на улице, который нес при себе пакет с продуктами. Молодой человек 3 раза ударил пострадавшего, после чего открыто похитил пакет. Похищенные продукты он продал, чтобы купить спиртное. Теперь ему грозит срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Обвиняемый признал вину в полном объеме. По факту возбудили уголовное дело. Материалы дела направлены в суд. В Якутске предотвратили вероятное самоубийство. Мужчина опасно балансировал на краю подоконника 4-го этажа. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб постелили на лестницу матрасы. На место прибыли спасатели, сотрудники МЧС, полиции и скорой. Спасатели и полицейские вошли в дом. Дверь в квартиру была открыта, и они, подкравшись к стоящему, скрутили и спустили его с подоконника. Мужчина был передан полицейским и врачам. В службе спасения отмечают, что пока нельзя сказать точно,
была ли это попытка суицида. Однако спасателям показалось, что мужчина был не в себе, запаха алкоголя не было. Трагедия, унесшая жизни посетителей торгового центра в Кемерово, потрясла страну. Во многих городах России прошли траурные митинги и акции по жертвам кемеровской трагедии. Из Санкт-Петербурга передают наши корреспонденты. Санкт-Петербург погрузился в траур после пожара в Кемерово. Стихийный мемориал в память о жертвах трагедии был образован в центре города, на Дворцовой площади. По официальным данным, погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Жители и гости Санкт-Петербурга вместе с цветами, траурными лентами и свечами приносят к Александровской колонне и детские игрушки. Горе затронуло всю Россию. Многие из пришедших на Дворцовую площадь не могут сдержать слез. Что я могу сказать? Ой, больно очень. Ну, лично я тоже пришел, потому что у моего друга погибла, так сказать, семья при ужасных обстоятельствах. Я очень скорблю, на самом деле. Вообще очень тяжело, очень жалко детей. Все скорбят, все понимают. Мы должны поддерживать друг друга в такие моменты, воспитывать эмпатию, что ли. В день траура в городе приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, перенесены концерты и спектакли. Вечером на Марсовом поле и Дворцовой площади ожидается зажжение свечей. В минуту колоссального горя люди объединяются. И наш долг – беречь жизни и не забывать извлекать уроки из страшных трагедий. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. На этом у меня все. Берегите себя и близких.